Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Не пропусти главного». Тема сегодняшней передачи — проблемы ЖКХ Республики Саха-Якутия. Тема, безусловно, касается каждого из нас, и все мы являемся потребителями коммунальных услуг, и поэтому эта тема вызывает широкий общественный резонанс почти всегда. Я приветствую всех моих гостей и благодарю за то, что принимаете участие в нашей передаче. Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, первый вопрос к первому заместителю министра ЖКХ. Как вообще, с какими результатами пришла отрасль ЖКХ в 2016 год, чем закончил 2015? Добрый вечер. Значит, отрасль ЖКХ в целом 2015 год завершает достаточно стабильно, уверенно, но поскольку у нас все-таки период исчисляется отопительным сезоном, то у нас еще предстоит полгода, да, практически полгода до конца отопительного сезона. Будем говорить, что 2015 год был, в 2015 году в отрасли какие события произошли. Это модернизация и обновление объектов коммунальной инфраструктуры, она продолжилась, котельные сети, да, повышается, соответственно, надежность. Далее, для увеличения доступности и качества услуг сегодня идет активное подключение сельского жителя к централизованным сетям. Более 3000 домов подключено, то есть таким образом охват централизованными коммунальными услугами увеличивается. Как я сказала, вот для качества услуг у нас принимаются отдельные решения, да, обновление происходит, и в прошлом году у нас заработал в полную мощь фонд капитального ремонта, соответственно, многоквартирные дома, они включились в эту программу. Ну и информатизация. У нас активно тоже внедряется информатизация в сфере начисления, то есть расчетов за жилищно-коммунальные услуги. И сегодня вот происходит много изменений в законодательстве, да, которые мы хотели бы, вот, пользуясь случаем, донести до наших граждан, что меняется, потому что здесь действительно проблем очень много, отрасль сама по себе сложная, тем более, что законодательство очень часто меняется, но это объясняется. Это объясняется тем, что на федеральном уровне, да, буквально года 3 назад только Министерство строительства ЖКХ создалось, соответственно, пошла нормативная база, и эта нормативная база, она как активно принимается, так активно она и совершенствуется. И поэтому сегодня у граждан, поскольку это затрагивает основную нашу, население, да, наше, соответственно, возникает очень много вопросов. И мы планируем в 2016 году именно по тем волнующим вопросам граждан по начислению и расчетам оплате за жилищно-коммунальные услуги начать большую широкомасштабную информационно-разъяснительную работу развернуть среди населения. Да? То есть, в принципе, у нас получается проблема неинформированности населения достаточно. Да, я хотела бы широкая, да? сказать, что мы провели анкетирование предварительно, да, буквально в конце года и начало года захватили, и вот на известном портале ЕКТ.ру, там, конечно, в основном городское население поучаствовало, и аудитория, понятно, там от 20 до 40 лет, но там явственно понятно, что две проблемы большие, да, это неинформированность или слабая информированность населения в этих вопросах, раз, и потребность населения в онлайн-платежах за жилищно-коммунальные услуги. То, над чем как раз мы сейчас работаем, и мы бы хотели вот развить эту тему вот в сегодняшнем разговоре. Леонид Анатольевич, наверное, вопрос тогда к вам. 2015 год, достаточно, насколько он фонда капитального ремонта прошел в части переселения из ветхого аварийного жилья? Как вот эта проблема у вас? Ну, во-первых, Павел, относительно переселения из ветхого аварийного жилья, это не совсем наша компетенция, это не входит в программу ремонта капитального ремонта многоквартирных домов. Для общего понимания мы давайте с вами на чем сконцентрируемся, что в программу регионального капитального ремонта многоквартирных домов вошло всего 6372 дома из там, по-моему, 11 с лишним тысяч всего общего количества в республике. В соответствии вот с этим региональной программой принимаются краткосрочные планы, которые вот был 2014-2015 года. И фактически в 2014 году работы не велись, только в 2015 году работы начались на
итог этого года мы отремонтировали 149 домов с частичным переносом отдельных конструктивов, которые нельзя было делать уже к тому периоду. Это отопление, это такие там работы, которые не проводятся в зимнее время, в основном фундамент. Они перенесены на последующий период. В предстоящем году мы уже проводим конкурсы. Министр поставил такую задачу, чтобы конкурсы текущего года проводились вот в настоящий период, чтобы было время на подготовку. Мы проводим эти конкурсы, и мы планируем, что у нас будет проведен ремонт в 271 многоквартирном доме. И уже сейчас мы обязаны думать о том, о годе 2017, он у нас в программе очень так широко представлен, почти 800 домами, 791 дом. Поэтому в связи с тем, что были приняты изменения в закон, мы теперь отвечаем за мониторинг, то есть нам придется фактически самим осмотреть почти каждый дом, а учитывая тот состав инженерно-технический, который у нас есть, это нам нужно очень много работать над этим. На чем хотелось бы, может быть, немножко остановиться, о том, что вот буквально опубликованные дополнения в закон Республики Саха-Якутия о капитальном ремонте. Публикация была в газете «Элтумен» 25 декабря, в котором были введены, у нас на этот счет возникает много вопросов, налоговые каникулы для новостроек. И, к сожалению, многие наши коллеги, в том числе, как мы понимаем, и некоторые наши контрагенты, которые собирают платежи, не совсем отчетливо правильно поняли формулировку закона. Закон предполагает, что после того, как он опубликован, те дома, которые будут, у которых будут акты приемки, которые будут вводиться в эксплуатацию, именно те дома получат каникулы в течение 5 лет, не оплачивать взносы на капитальный ремонт. К сожалению, многие, и в том числе в средствах массовой информации, некоторые значит, коллеги там трактуют так, что те дома, которые новостройки, вот за последние 5 лет, это неправильное толкование, к сожалению. Если сейчас люди, проживающие вот в новостройках, которые построены в последние 5 лет, примут это так, что не надо это оплачивать и не будут эти услуги оплачивать, этот взнос оплачивать, соответственно, у нас просто будет срабатывать наша автоматика, которая будет начислять пени, и человеку, к сожалению, возникнет потом неприятная обязанность заплатить не только взносы, но заплатить пени, а если он несерьезно отнесется, то на таком же автоматизме у нас выставлен порядок обращения в судебные инстанции, и просто потом уже человек станет общаться с судебными приставами, равно как и нужно отметить здесь и то нововведение, которое принято законом Российской Федерации номер 399 от 29 декабря, в котором учтено, что определенные категории граждан будут льготными по капитальному ремонту. Это, по-моему, люди 70-80 Да, кто имеется в виду, что инвалидность, да? лица, достигшие 70-летнего возраста, и что важно отметить, одиноко проживающие и являющиеся собственниками жилья, единолично, ни с кем-либо в долях, те получают и будут иметь возможность получить компенсацию за этот взнос в виде субсидий. Здесь мы определимся для телезрителей, что мы речь ведем сейчас о взносе за капитальный ремонт. Взносе за капитальный ремонт. Который входит в состав коммунальных Да, платежей. ну и который составляет, я напомню, что один из самых низких по стране, это 3,5 рубля для каменных домов и 3 рубля с 1 квадратного метра для деревянных домов. Соответственно, продолжим, что те люди, которые достигли 80 лет, они получают стопроцентную компенсацию своих затрат, если они одиноко проживающие, собственники жилого помещения в многоквартирном доме. Опять же, к сожалению, и российские средства массовой информации, и некоторые наши средства массовой информации протранслировали это как «люди будут освобождены», что в корне неверно. Что сейчас, допустим, некоторые пожилые люди сочтут, раз сказали в телевидении или он это прочитал в печатных средствах информации, что он освобожден, он не будет ходить и оплачивать. Но опять же, это приведет к очень неприятным последствиям. Это приведет к тому, что мы начислим пени, мы обратимся в суд, мы к нему вынуждены будем применить эти меры, и это очень нехорошо. То есть, в принципе, речь идет о том, что на самом-то деле неправильно истрактовано, и в действительности человек платить должен, просто потом ему возмещает В том-то и компенсацию. дело, что нам важно и очень хорошо было бы понять, и благодаря вот передаче вашей хотелось бы обратиться, если есть такие родственники, одиноко проживающие, пожилые, если есть, может быть, добрые соседи, с которыми есть общение, или
просто какие-то знакомые. Хотелось бы, чтобы дали такие разъяснения, что платить все равно по-прежнему нужно, просто с момента в законе трактовано так, что субъект Российской Федерации в свой закон вносит изменения, которые определяет вот Ну, кстати, по поводу для чего платежей. нужно да. время, как мы понимаем. Друзья, 42 38 97, звоните, задавайте ваши вопросы, если таковые имеются. Кстати говоря, ну, продолжая тему, наверное, неплатежей, у нас увеличивается, и вообще нововведений 2016 года, у нас ряд нововведений 2016 год, в том числе неприятные для нашего населения, это увеличение пени за неплатежи. Вот, насколько увеличиваются пени и насколько проблема неплатежей вообще в республике существует? Да, вот опять проблема та, которая вот должна быть правильно понята, да. Мгм. На самом деле тоже здесь не нужно пугать население. Для я бы очень здесь внимательно просила бы отнестись в плане того, что для добросовестных плательщиков как раз условия-то улучшились. Мгм. Если мы сегодня, значит, имеем в жилищном кодексе 10 дней без оплаты пени, да, после расчетного периода, допустим, вот январь закончился, и 10 дней мы платим без пени, то изменениями, которые сейчас внесены в правила, да, улучшены эти условия, то есть к этим 10 дням прибавляется еще 30 дней, Мгм. итого 40 дней есть у добросовестного плательщика для того, чтобы рассчитаться по прошедшему расчетному периоду Мгм. за месяц, да, за фактически оказанные услуги без пени, 40 дней. Мгм. То есть это улучшение по отношению к тому, что было. Это раз. Ухудшается же положение для тех, кто не платит месяцами. Мгм. И вот здесь я хотела бы вот это вот заострить, что здесь уже порядок расчета пени, он как бы ступенчатый, он как бы усложнен, но если вот по-простому сказать для населения, то это выглядит таким образом. На примере. Опять же, пример условный, это нужно считать, вот у каждого какая задолженность. Я беру, допустим, для вот расчетов, да, обычно вот 6, и причем это касается только коммунальных услуг. Мгм. Мы говорим о ресурсах, да. Значит, берем просто, ну вот среднее исчисление, скажем, 6 тысяч. Вот у меня есть пример, я его уже приводила в одной вашей передаче, поэтому как бы будем... Продублируйте. Продублируем, да. 6 тысяч, допустим, задолженность, и сегодня ставка рефинансирования, та, которая Центрального банка, это 8,25% Мгм. годовых за каждый день просрочки. В рублях это от этих 6 тысяч будет рубль 65. Так? Мгм. И это за каждый день просрочки, начиная вот это, с этого, получается, уже 41-го дня, потому что после, в законе написано, с 31-го дня просрочки, соответственно, мы считаем, вот для добросовестного он наступает, вернее, у него есть 40 дней. Поэтому, значит, эти рубль 65 возникают на 41-й день итого. Если он не платит еще дальше, да, соответственно, с 91-го дня просрочки уже пойдет не рубль 65, а 3,81. То есть, в принципе, у нас получается, как снежный ком будет. Как снежный ком Мгм. накапливает. Поэтому важно понимать это. Если за вот первую ступень надо платить 100 рублей, да, то следующее уже будет 300 рублей. с Ясно. лишним. Хорошо. Априори, в принципе, это должно привести, ну, так скажем, к К улучшению платежной дисциплины. Хорошо. Но вот у нас, вот вкратце, коллеги, может быть, свое мнение выскажите, а вообще это не приведет к тому, что просто вырастет задолженность? То есть ужесточение пени, оно действительно влияет или, может быть, не влияет? Вот по практике, может быть, расскажите. Потому что вообще вот 2015 год, это, вы знаете, год введения федерального закона о банкротстве, да, то есть настолько государство уже приняло решение о том, что нужно, ну, как-то избавлять, наоборот, граждан от долгов, а тут, ну, вот, получается обратная немножко ситуация. Как вы Я бы вам мнение? привел пример Стимулировать. ремней безопасности. Так. Знаете, когда ввели штрафы на ремень безопасности, сначала как-то несколько игнорировали люди, Мгм. но потом, когда начали платить штрафы, все-таки большая часть населения пользуется ремнями безопасности. Поэтому мне Это не кажется, 100 что рублей нужно пройти определенный эволюционный период. Ну, да. Надеюсь, он будет короткий. Это стимулирующий же. Да, это стимулирующая мера. Вот, кстати, у нас, да, действительно, представитель управляющей компании, да. Ситуация какая? Вот, как показывает практика, как показывает опыт, до
принятия новых правил, ставка рефинансирования, то есть я имею в виду пени, они были одинаковые. Мгм. И вместе с тем они были, конечно, копеечными. Вот, если считать в совокупности имеющуюся у человека задолженность. То есть, как сейчас уже отмечено, оно будет носить стимулирующий характер. И тем самым мы, те, которые работают на земле, скажем так, да, те, которые работают на передовой, мы все-таки вся наша работа, она зависит от платежной дисциплины собственников жилья. И это и за содержание дома, так, это и расчеты с поставщиками своевременные. Ведь поймите, что вместе с ужесточением этой дисциплины, да, платежной, то есть я имею в виду пени, эти нововведения касаются и управляющих организаций, поскольку наступает ответственность своевременного внесения поступившей, то есть своевременное внесение платы за поставленный коммунальный ресурс. То есть оно автоматом будет затрагивать и нас. Это тоже очень важная составляющая вот в этой самой цепочке. Поэтому мы крайне тоже заинтересованы в том, чтобы повышать качество платежной дисциплины. Понятно. Ну, про ответственность управляющей компании мы поговорим чуть-чуть попозже. Еще одно из нововведений 2016 года, ну, раз уж мы как бы начали так проходить по ним, да, это изменение, в принципе, что-то там связано с отходами, да, то есть новая система передачи с муниципального контроля на региональный, нужно выбрать агента, что-то подобное, значит, звучало в средствах массовой информации. Насколько это повлияет вообще вот, ну, на качество оказания услуг? Ну, Я почему спрашиваю, потому что вот сейчас я ехал на передачу, вот, ну, обратил внимание, что второй день у меня вот в подъезде мусор не вывозится, ну, возле моего дома. Как бы. Думаю, может, это с этим как-то связано, нет? ну, 16-й год будет в этом отношении, обращение, да, с твердыми бытовыми отходами, ТКО, так называемый, будет посвящен подготовительному этапу. Все остальные дела, вот оригинальный оператор, нормотворчество и все остальное, это должно быть завершено в этом году, чтобы с 2017 года уже перейти на новую схему. Поэтому я думаю, что нам сегодня нужно больше обсудить вопросов тех, которые касаются 2016 года все-таки. Да? Давайте мы, может быть, то есть это коснемся. Да, это уже то есть перспектива дальше, будущего дальнего. немного, да, более отдаленная. А еще у нас есть было вот нововведение, касающееся большой ажиотаж тоже вызвало по приборам учета по воде. Вот я бы здесь хотела, да, чтобы тоже сегодня есть информация о том, что федеральное законодательство, как я сказала, очень быстро меняется, да? И сегодня оно совершенствуется в плане каком? Если вот раньше было применение как бы повышенных нормативов требовалось, но при этом надо опять же учитывать, что субъект должен был своим решением это принять, а не просто вот повторить то, что есть, да, и когда ввести. Вообще-то 2016 год был переходным этапом. Но мы, республика, это выжидаем, действительно, но за это время, пока идет переходный период, уже федералы, они изменили подходы. Сегодня уже проект висит на сайте Министерства строительства и ЖКХ, говорящий о том, что не объемы будут меняться, да, а будет ну, как бы применяться санкции к самому размеру. То есть здесь важно опять же уловить. Очень многих волнует, должен ли быть у меня установлен счетчик или не должен. Мы должны это, вот я предлагаю вот Алексею Григорьевичу пояснить, да, где обязательно требования приборов учета, где не обязательно. Но и также я вижу в средствах массовой информации, что теперь можно как бы, поскольку вот оказывается у нас республика выжидает, поэтому можно не ставить. Это на самом деле не так. Вот, ну, а вообще, в принципе, это получается... Ставить надо. Ставить нужно. Ставить нужно, это же даже экономически выгодно. Другое дело, опять же, вот у нас каждая проблема, она очень глубока и требует очень такого детального обсуждения. Да? И мы просто сегодня, наверное, все не охватим, но там, конечно, проблема с общедомовыми нуждами, проблема регистрационного учета граждан, потому что это все влияет на эти же объемы воды. Вот техническая возможность, наверное, вот здесь уже техническая возможность, в чем которая должна... техническая возможность и почему, еще почему нужно ставить приборы учета, мы поговорим после рекламы. Не переключайтесь, дальше у нас очень много всего интересного.
Вы смотрите программу «Не пропустите главного». Обсуждаем проблему жилищно-коммунального хозяйства нашей республики. Итак, мы прервались на теме установки водосчетчиков. Почему необходимо устанавливать водосчетчики? По этой теме, пожалуйста. Ну, наш 261 федеральный закон про энергоресурсосбережение, да, он говорит о том, что там, где потребление больше 0,2 гигакалории, да, там обязан установить общедомовые приборы учета. Ага. Все дома, да, где потребление больше 0,2. Общедомовые. Общедомовые, да. Это Все. на тепло, да? Это и по теплу, ГВС, ХВС, да, Так. там, где есть. Также по электрической энергии тоже, да, тоже счетчики должны быть. Но сейчас вот закон говорит о том, что вот раньше принимали в 2015 году, будут применены повышающие коэффициенты, да, его пока отменили временно, и будут применены повышающие коэффициенты в части ГВС, ХВС и по электрической энергии, то есть по тепловой энергии не будет. Поэтому сейчас требуется установить приборы учета не только общедомовые, да, но и по квартирной, по горячей и холодной водоснабжению и по электрической энергии. Вы знаете, вот население это больше всего интересует какой вопрос? Ну, вообще, допустим, если водосчетчики мы говорим, да, то, ну, примерно водосчетчик сколько примерно стоит? Ну, 1007-8, да. Плюс еще опломбировать, ну, я по себе знаю, да, еще 1000. Достаточно большая сумма. Ну, если говорить... Пломбировка, извините, что Да. вмешиваюсь, но пломбировка идет бесплатно. А, да, во-первых. ну, И я, значит, просто счетчики заплатил это просто так. комплект счетчиков. Комплект Уже счетчиков. 7-8. 7-8 тысяч, да. да. Ну, дорогая, согласитесь, Но достаточно это дорогая 8 стоимость. тысяч, это когда наша старая КПДшка, 4 штуки их Да, ставится. 2 да. холодных, 2 горячих. Да, вот. Собственно говоря, вопрос, а насколько эффективно, насколько они у меня окупятся, это, собственно, эти 7-8 тысяч и 1000 за пломбировку, которую мне Ну, пришлось заплатить. Это незаконно. Хотя незаконно. Неправомерно. Ну, смотрите, да, вот мы тоже делаем аналитику, да, если даже вот по многоквартирным домам, да, Ага, устанавливают общедомовые приборы учета и нормально обслуживают, да, так, тогда экономия достигает до 15%, 15%. да, по тепловой энергии. Ну, по тепловой, а по Да. воде? По воде то же самое. По Ага. воде, если даже проводят нормальные мероприятия, да, где уходит от слива, например, да, воды, там экономия вообще бывает до 20%. Ну, не знаю, как насчет 20%, если утром включаешь, все-таки вода-то горячая идет, Поэтому каждый холодная человек достаточно. должен понимать, что, ну, для этого я сейчас вот хочу сказать, есть новые технологии, да, балансировочные клапана. Ага, Сейчас вот, например, компании, которые этим занимаются, они все устанавливают. Мгм. Равномерное распределение и тепла, и теплой воды, соответственно, Теплый или горячий? и горячей. горячая. То есть технологии есть, их просто надо применить. Ну, то есть, в правильно. принципе, это дает экономию. какую-то. Можно ремарочку? Да, пожалуйста. Дело все в том, что поскольку у нас, как правило, очень часто бывает, особенно в новостройках, фактически нет ни одного прописанного, и условно берется по нормативу с одного человека, условно, но при этом квартира сдается и моется семья, 3-4 человека, то извините, вот эта разница, которая возникает между показаниями общедомового прибора учета и то, что собирается обратно с индивидуальных приборов учета, всегда возникает дельта и не в пользу населения. И по сегодняшним правилам оказания коммунальных услуг вот эта разница, которая возникает, должна разливаться, извините, по полу на общедомовые нужды. На сегодняшний день проблема не в этом, проблема в диспетчеризации для того, чтобы вот эти индивидуальные приборы учета были завязаны именно диспетчеризацией с общедомовым прибором учета. Тогда не будет разницы, и тогда будет экономия. А то, что мы имеем сегодня, экономии нет и не будет никогда. Плюс Ну, Нет, правильный вопрос, да? По теплу идет там даже не до 15%, не до 15, для до гражданина, 30%. для конкретной квартиры Для это конкретного будет, да? гражданина Нет, если проблема, честный да. человек, семья живет 5-6 человек, они как мы, да, по нормативу у них будет больше. если Один по- раз вы уехали в отпуск с семьей из 4 человек на 1 месяц, и вот ваши 8 тысяч уже вы Да, сэкономили. это да, это Экономия. Ну То есть да. счетчик окупается, квартирный счетчик окупается, ну, до 3 месяцев Ну, я точно. здесь маленько не соглашусь, да. Мгм. Все-таки, ну, общаясь с людьми, очень много людей приходят. Ну, вот хорошо, что выступил Леонид Анатольевич, да, по капитальному ремонту, вот по общедомовым приборам учета, да. Значит, на сегодняшний день мы столкнулись с такой проблемой, ну, в частности, в городе Ленске, да. Значит, установив общедомовые приборы учета на многоквартирных домах, я думал, что население начнет платить все-таки меньше, да. Сегодня люди приходят и жалуются на то, что они стали платить больше. В связи с тем, что, скажем,
потребление поквартирно, да, они стали вроде как платить меньше, а общедомовые нужды, скажем, раскидываются на всех, и в конечном итоге отдельно взятая семья стала платить больше. За счет ОДН. Да, за счет, то, что я да, вам вот сказала. то, что вы сейчас это мне сказали, дельта, я с которая вами полностью возникает, и дельта согласен. вот это разливается по По поводу, вот это то, что касается общедомовых приборов учета. По поводу капитального ремонта, да, здесь есть вот недопонимание, ну вот сейчас Леонид Анатольевич дал это разъяснение. Очень много людей приходят, ну это люди, как правило, старшего поколения, да, это люди, которые всегда, когда получают пенсию, они в первую очередь Будут идут и рассчитываться. платят за коммунальные услуги. И получается так, что они у нас наиболее незащищенные. Да? Ко мне приходит человек, скажем, 65-70 и старше, да, лет, и говорит, ну, во-первых, есть адресная программа по капитальному ремонту. Мой дом стоит там, скажем, в 2030 году. Я просто не доживу до этого капитального ремонта. Почему я должен за него платить? Это раз. Возникают вопросы о том, что несоизмеримая оплата, да, по капитальному ремонту, потому что, скажем, соседний дом был построен 5 лет тому назад, да, в деревянном доме, я имею в виду деревянный дом, и я живу в деревянном доме, которому 40 лет, да, и получается опять, что платим-то мы все одинаково, но при этом у меня нет понимания, когда мой дом поставят под ремонт и доживу ли я до этого. Поэтому вот эти нюансы, они возникают. Ну и, скажем, вот здесь уже законодательно, да, сегодня ведь за коммунальные услуги, даже при установке общедомовых приборов учета, мы раскидываем на 12 месяцев, да. Это было сделано с одной единственной целью, чтобы, скажем, в летний период люди будут экономить, да, если они будут платить по приборам учета, а, скажем, после, да, по отоплению. А, скажем, в отопительный период у них будет резкий скачок, и вот этот вот скачок будет сказываться на людях в конечном итоге. И вот было принято решение о том, чтобы все-таки, даже если стоит общедомовой прибор учета по теплу, да, еще раз, то в конце года ресурсоснабжающая организация, управляющая компания должны произвести перерасчеты, скажем, 1, 2, 3 месяца, в зависимости от экономии, люди не будут платить вообще. Но, скажем, у людей нет понимания, да, платить-то им нужно сегодня, а экономию они будут получать, ну, скажем, через год, да, когда уже В принципе, отобьется. период окупаемости долгий, да, понятно. Поэтому вот у них нет вот этого понимания. Поэтому я полностью согласен, что надо вести разъяснительную работу с людьми и объяснять, рассказывать. И, может быть, вот эти вот передачи, которые сегодня вот проходят здесь, да, ну, это вот одна из То есть небольших. вывод-то такой можно сделать, что, в принципе, в два кармана эта экономия идет. И, в принципе, в пользу государства, и в пользу, ну, и где-то в пользу. Нет, Не нет, государство. нет, не государство. Ну, ресурсоснабжающих организаций, поставщиков. Нет, Ну, куда же без них, нет, конечно. Нет, только Так. не поставщику. Дело все в том, что поскольку управляющая компания осуществляет сбор этих платежей на своем расчетном счете Так. и потом перечисляет ресурсоснабжающая, она рассчитывается по счетчику. И вот эта дельта, экономия так называемая, она остается у управляющей компании. Но не все управляющие компании делают перерасчет. И потом они делают перерасчет по своему усмотрению. На примере губинцев. Они в свое время получили экономию, поставили счетчики, но при этом, когда год посчитали, сминусовали минус стоимость установленных счетчиков. И остальное распределили сумму. Вот. И еще, значит, есть нечестные управляющие компании. Они что делают? Говорят, а когда население задает вопросы, а когда у нас пришли, а у вас столько-то долгов. Потому что, ну, не моей Хотя не квартира, связано, а но кто-то это там понятно. когда-то не платит. Людмила Олеговна, Это неправильный говорит о том, подход, что но мы это должны- есть такой момент. Отвечают. Есть те, которые недобросовестны. Я не говорю конкретно, не называю, Ну, но- бывает, но да, момент бывает. этот есть. Да, поэтому мы должны научить, да, наших граждан ориентироваться вот в этом большом блоке вопросов. И чтобы правильно вот ориентироваться, мы вот эту разъяснительную работу и настроены вести на долгосрочной, постоянной основе, на каких-то вот всех средствах массовой информации. У нас для этого есть уже возможности сегодня. Мы готовы это сделать, как я как и сказала, так как технически, так и мы подготовлены, так сказать, морально, Хорошо. Тоже с помощью НВК. Да, вот у нас, Да, конечно. минуточку, вот у нас есть представитель общественной организации, да, защиты прав потребителей в сфере коммунального хозяйства. Как раз вот по вопросу, раз уж мы плавно перешли на эту тему, в чем основные нарушения как бы управляющих компаний,
защищаете? Ну, прежде всего, я хотела бы начать с общедомового потребления. И, Ага. пользуясь случаем, я бы хотела довести до сведения всех телезрителей о том, что общедомовое потребление платится по показаниям приборов учета общедомовых только в том случае, если оплата производится по решению собственников помещений многоквартирного дома непосредственно в ресурсоснабжающую организацию. Значит, если исполнителем коммунальных услуг горячего холодного водоснабжения остается управляющая компания, то по общедомовому потреблению расход оплачивается, исходя из нормативов, утвержденных вот РЭКом. Министерством ЖКХ. Да, Министерством ЖКХ. И в том случае, если управляющая компания имеет перерасход по нормативам потребления, установленным нормативам, они обязаны провести общее собрание собственников, получить их согласие на то, чтобы собственники согласились вот эту разницу, как выражается Людмила Олеговна, дельту, распределить между собственниками. Вот. Значит, и по установке вот приборов учета я хотела бы, так сказать, от имени потребителей все-таки спросить у представителя по энергосбережению, задать такой вопрос. Входит ли в понятие техническая возможность установки индивидуальных приборов учета холодного горячего водоснабжения то, что, особенно горячего водоснабжения, то, что у нас, я бы не сказала, что во многих, но в домах, особенно в новостройках, вернее, в домах старой постройки, отсутствует циркуляция горячей воды. Для этого, значит, получается, что потребитель устанавливает прибор учета потребления горячей воды, и ему приходится буквально там в течение 15-20 минут производить слив этой воды, чтобы она приобрела нужную температуру. Значит, по нормативу это у нас 60 градусов в точке водоразбора. Вот относится ли отсутствие циркуляции горячего водоснабжения к технической возможности установки таких приборов? Ну, в части технической установки там есть приказ Минрегиона, да, там четко прописано, про циркуляцию там нет. Там именно стоит вопрос о технической невозможности. То есть нет места, где установить этот прибор учета. Если действительно нет места, тогда вот составляется комиссия, да, там УК или ТСЖ, собственник, ресурсоснабжающая организация, и может принимать там администрация района или поселка. Кстати, у меня вопрос. Подписали акт и пошли дальше. Управляющая компания, вы вот у себя в управляющей компании, как бы у своих жильцов, ну кратенько, вы такие собрания проводили, распределяли, или тоже себе оставляли? Дело в том, что да, ну, следует сказать, что по тепловой энергии ежегодно мы делаем перерасчет. Да? Вот это вот дельта, которая возникает у нас в разницу по нормативу, и которая значит, ниже, ну, факт, естественно, может быть ниже, чем от норматива, да, и вот эта дельта, она возвращается собственнику. То есть у нас по прошлому году, могу сказать, перерасчет был на приличную сумму, то есть порядка 6 миллионов рублей был сделан перерасчет по нашему фонду. Да? То есть собственники получили, они примерно, ну, у кого средняя площадь 50 квадратных метров, ну, где-то порядка, в зависимости от экономии, 6, 7, 8 тысяч рублей в качестве перерасчета. Я думаю, что это ощутимая сумма, ощутимая. Это у вас. Ну, Да. вообще часто бывает, И, что судебные, допустим, решения. Да, сейчас я Были по губинцам. Да? Ну, я бы хотела прежде всего еще обратить внимание телезрителей на тот момент, что индивидуальные приборы учета могут устанавливаться как в жилом помещении, так и вне жилого помещения. Значит, у нас существуют новые дома, где приборы учета установлены вне жилого помещения, то есть в общих коридорах. При этом, значит, зачастую управляющие компании нарушают права собственников в той части, что они не согласуют, значит, порядок снятия показаний приборов учета, поскольку, значит, правилами предоставления коммунальных услуг определено, что при отсутствии такого согласия показания приборов учета, установленных вне жилого помещения, осуществляются самой управляющей компанией. Значит, управляющие компании в данном случае не всегда регулируют
такие вопросы. И, к сожалению, собственники помещений не интересуются своими правами и обязанностями. И как вот у нас получилось, и предстоит судебное разбирательство как раз по таким вот приборам учета, которые были установлены вне жилого помещения, значит, и где был пропущен срок, значит, поверочный срок данных приборов учета, и потребителю насчитали уже по нормативам потребления. Сколько примерно сумма выигранных, ну, средняя сумма? Ну в вот таких случаях? я могу сказать по итогам 2015 года, значит, мы возвратили потребителям через суды порядка 850 тысяч рублей. Ну, тут идет достаточно большая сумма. Вот, Да. уважаемые И в телезрители, прошлом обращайтесь. году- А общество защиты прав потребителей вам помогут вернуть хотя бы часть уплаченных средств. Да. Хорошо. У нас есть глава города Ленска. Мне интересно, вот как вообще у вас ситуация в муниципальном образовании с жилищно-коммунальным хозяйством? У вас какие-то субъективные проблемы? Ну, свойственные я думаю, вашему району? проблемы эти везде, Понятно, да, везде одинаковые. но Везде тем не менее. одинаковые, в принципе. Но вот на сегодняшний день у нас две больших ресурсоснабжающих организации, которые занимаются непосредственно поставкой тепла, воды и ХВС и ГВС. Да? Это у нас Ленское предприятие тепловых и электрических сетей и ОАО, это теплоэнергосервис. Ну вот на сегодняшний день, скажем, теплоэнергосервис у нас работает всего 2 года, да? На сегодняшний день задолженность, скажем, населения перед теплоэнергосервисом порядка 57 миллионов рублей. Это то, что, ну, скажем, теплоэнергосервис наработал долги вот за 2 года, да? То, что население им должны. На сегодняшний день, скажем, по ЛПТС, учитывая то, что она работает немножко дольше, да, у нас там задолженность населения перед ними порядка 230 миллионов рублей, да? Почему, в чем причина? То есть- Почему население так платит Площадь, плохо? Ну, соотношение. на сегодняшний день, ну, площадь там практически, ну, наверное, где-то 50 на 50 вот, на сегодняшний день, да? Ну, это, наверное, сказывается о том, что я вот полностью тут вот согласен, да, по поводу того, что необходимо стимулировать людей на то, чтобы оплачивать за жилищно-коммунальные услуги. Но зачастую, скажем, у нас люди ссылаются на то, что ресурсники, ну, скажем так, недобросовестно поставляют свои ресурсы. Но при этом, при всем, я должен отметить, что если бы, скажем, у нас эти ресурсы бы не поставлялись вообще или поставлялись бы плохо, ну, я думаю, мы бы тут просто замерзли бы, да, учитывая то, что у нас очень низкие температуры. Поэтому я вот присоединяюсь вот, к защите, да, потребителей в сфере ЖКХ. Но если у нас этих товарищей будет очень много, то я думаю, что ресурсники у нас просто все обанкротятся, да, и этим бизнесом никто не будет заниматься. Поэтому я думаю, что население, у нас просто есть, мы проводили анализ, у нас есть, ну, скажем так, жилые квартиры, где задолженность по жилищно-коммунальным услугам составляет порядка 280-350 тысяч рублей. Да? И, скажем, когда мы начинаем процедуру по выселению этих людей из квартир, выясняется, что у них есть маленькие дети, да, там понятно, что процедура очень тяжелая, и, как правило, суды всегда встают на позицию людей, что им необходимо, ну, просто погасить свою задолженность, дают им рассрочку, выполняется она или нет, но факт то, что это очень Ну да, ну и вообще единственное долгий, жилье да, и невозможно длительный усилить у человека период. сейчас спасибо. Поэтому я думаю, что за жилищно-коммунальные услуги платить в любом случае надо, да. Если поставка услуг осуществляется недолжным образом, ну, во-первых, надо отрабатывать с управляющими компаниями, да, с ресурсоснабжающими организациями. А если это уже не помогает, то уже идти в суды и... А вообще управляющая компания, какие мероприятия? Ну, я знаю, бывают там прощенные дни, да как вообще управляющая компания работает с должниками? Ну, вот мы говорим, что 4 миллиарда по республике, действительно, Да, ну, это, это конечно, же большая прежде сумма. всего перед управляющими. Да, ну как мы работаем? Ну, опять-таки, значит, из жизни. Конечно, мы стараемся, соблюдая весь этот регламент по работе с должниками. Там, значит, определенный период, 2 периода, значит, неплатежей, и потом, значит, уведомления, и потом уже дальше идут судебные разбирательства. Но, как правило, сейчас, вот в последнее время мы, конечно, достаточно активизировали свою работу, и очень много, значит,
большая доля в последнее время у нас идет именно досудебного регулирования имеющейся задолженности. Вот. То есть, в принципе, вы И досудебную вместе с работу тем, как да, ведете, да, работу ведем. И вместе с тем сейчас у нас была достаточно сложная ситуация по приему платежей через кассы энергосбыта, поскольку у нас своей кассы нету. Только-только у нас в 2015 году внедрилась система Дом онлайн, которая на самом деле какими достаточно актуальная. методами еще пользуются управляющие компании для того, чтобы получить платежи, мы узнаем после рекламы. Не переключайтесь. Вы смотрите «Не пропусти главное». Мы продолжаем обсуждать проблемы жилищно-коммунального хозяйства республики. Дарья Платоновна, вообще каким образом формируется система, наверное, платежей, доступа? И так далее? Я здесь хотела бы в первую очередь согласиться абсолютно с Александром Александровичем, что в наших северных условиях жилищно-коммунальное хозяйство – это прежде всего безопасность, это комфортные условия проживания. Поэтому это наиважнейшая часть каждого из нас, проживающих в этой республике, да, поэтому мы должны с пониманием относиться. Я бы хотела сказать, что сегодня очень много делается государством для поддержки граждан, чтобы не сложилось впечатление, что у нас только тарифы растут. На самом деле идет огромная поддержка из бюджета, это практически 17 миллиардов, и сколько на самом деле сегодня платят и каковы тарифы, наверное, Галина Григорьевна сейчас более подробно скажет. Вот действительно, я представляю орган государственного регулирования. Мы устанавливаем тарифы для ресурсоснабжающих организаций, и мы устанавливаем тарифы льготные для населения. То есть это нужно сразу же очень четко разделять, что существует в нашей республике экономически обоснованные тарифы и льготные тарифы. И эта разница между экономически обоснованными и льготными тарифами, которые существуют для населения, про нее Наталья Платоновна сейчас и сказала эту разницу. И поэтому население у нас платит в среднем, если по республике, то это всего лишь 30,4% окупаемость этих экономически обоснованных тарифов. То есть от фактической стоимости население оплачивает всего лишь 1/3 часть. Она, конечно, разница по разным, в городах окупаемость повыше, в северных районах в силу географических условий она выше, конечно. Вернее, ниже. Например, в Мопском районе она около 7% всего окупаемость. Здесь я хотела бы что сказать. У нас в текущем году, в 2015, в прошедшем году, поскольку мы говорили об итогах года, была проведена очень большая работа в части установления долгосрочных тарифов и установления поселенческих тарифов на тепловую энергию. И эта разъяснительная работа у нас постоянно проводится, но я хотела бы еще раз обратиться к населению, чтобы понимали, что это касается только тарифов для ресурсоснабжающих организаций, долгосрочные тарифы установления и тарифы по поселенческому принципу. То есть население у нас как платило льготные тарифы, так оно платить и будет. То есть это их ни в коем случае не коснется, а то некоторые такую обеспокоенность выражают. И я хотела бы сказать о том, что сейчас у нас не только тарифы находятся под таким очень вниманием, но и платеж семьи в целом. И когда принимаются решения об установлении льготных тарифов для населения, то в любом случае обязательно смотрится, чтобы этот порог, например, с 1 июля 2016 года у нас будут изменяться тарифы на коммунальные услуги, но они изменятся не более, если взять платеж семьи, не более 9%. То есть, в зависимости от степени благоустройства. У кого-то есть, допустим, отопление, у другого нет. То есть средний индекс изменения платежа граждан за коммунальные услуги по республике будет 6,5%. Но при этом, с 1 июля 2016 года. Но при этом, в связи с тем, что по отдельным муниципальным образованиям разная степень благоустройства, предельно допустимое отклонение будет 2,5%. То есть, если говорить, что ни одна семья в
республики с 1 июля 2016 года у нас должна не получить квитанцию с ростом платежа выше 9%. Но здесь нужно, конечно, смотреть обязательно и за объемами, потому что на платеж населения влияет не только тариф, а еще изменение объемов. Допустим, было прописано 3 человека, нету приборов учета, они платили, а потом прописали к себе еще 2 человек. Это уже несопоставимые условия. В этом случае, конечно, нужно понимать, ну, при что... прочих равных, Да, собственно говоря, только при равных условиях, я собственно хочу говоря, должно сказать. быть не более 9%. Вот. И я еще один момент хотела отметить. Вот население, чтобы нашей республики понимало, наверное, ту огромную работу, которая проводится в части социальной поддержки населения, кроме той, что вот все население еще и адресные субсидии у нас есть. Но вот доля платежей за коммунальные, за жилищно-коммунальные услуги составляет всего лишь 9% в расходах семьи. 9%. В том числе, как вот, допустим, если мы возьмем для сравнения, сколько там на транспорт, это уже 15%. Я хочу сказать, в Российской Федерации доля платежей за жилищно-коммунальные услуги населения выше. Там уже в расходах составляет 12%. То есть вот на 3% у нас все-таки еще и меньше в республике. Здесь, конечно, может возникнуть вопрос, а как этот платеж, да, ну, который правильный и так далее, своевременно и так далее заплатить, зная, что ситуация у нас, особенно в городе Якутске, у нас большие очереди в кассах, да, это тоже общеизвестный факт. Значит, конечно, первый вопрос встанет, каким образом заплатить, чтобы, ну, каким образом мы обеспечим условия, чтобы этот платеж своевременно попал, ну, к получателям. Значит, для этого правительством тоже в свое время была создана система. Система сегодня запущена успешно в опытную эксплуатацию. В скором будущем мы собираемся принимать ее в промышленную эксплуатацию. И сегодня она действует в городе Якутске. Более 100 управляющих компаний подключены, один из которых Альтаир, да, и ТСЖ Сайды. Далее, значит, Намский район и Кобяйский район. Что позволит эта система? Мы в скором времени также презентуем и портал электронной ЖКХ Республики Саха-Якутия и личный кабинет, на котором можно будет со временем, пока вот сейчас в опытной эксплуатации можно только просматривать и вводить показания приборов учета. Но это касается, опять же, уважаемые телезрители, касается тех граждан, да, лицевые счета которых сегодня обслуживает та управляющая компания, которая в свою очередь заключила договор и работает в системе Дом онлайн. Вот это тоже просила бы обратить внимание, потому что сейчас все, наверное, ринутся это проверять. Система работает каким образом? Ну, через личный кабинет, в личный кабинет вход через ЕСИА, то есть это через портал госуслуг, там небольшая инструкция прилагается, то есть мы это все подробно расскажем, да? Соответственно, вот такие условия мы создаем, чтобы человек не попал под вот те штрафные санкции не по своей воле. Но другое дело создать эти условия, пока это пилотируется. Второй вопрос – это распространить эту систему. Ну, да? это действительно очень важно, потому что, конечно, очереди, учитывая занятость населения и так далее, конечно, но это так влияет. не везде. Да. Опять же, причина вот этих очередей кроется, она опять же глубже. Да? И она не совсем связана только с работой системы. У нас сегодня мировоззрение в этом отношении, да, опять же, нашего населения необходимо менять. Почему? Это так, никто не виноват. Так исторически сложилось, что мы сегодня привыкли все приходить в кассы и только туда давать показания приборов учета. И это замедляет работу касс. И тут же нам вытаскивают платежный документ. Но по жилищному законодательству должно быть не совсем так. Да? Должно быть расчетный период – это прошедший. В данном случае, допустим, закончится январь, и только после этого у нас появляется расчетный месяц, январь. Затем, значит, чтобы в январь попали наши показания приборов учета за январь, мы должны обеспечить, чтобы эти показания попали именно в январе, потому что у нас система Дом онлайн автоматически закрывается в конце месяца.
И чтобы успеть туда, это вот тот небаланс, который, та разница, которая выпадает, это не своевременное внесение показаний приборов учета. Это вот отсутствие или там расхождение между фактически проживающими и так далее. Да? Ясно. А вот у нас общественная палата принесла какую-то интересную как бы брошюру. Это получается, тоже ведете разъяснение в части Дело в том, что прав ЖКХ. это, Если можно пократше, потому что эта времени книга, уже... Да. значит, называется «Азбука для потребителей услуг в ЖКХ». Она выпущена при значит, содействии Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Фонда капитального ремонта. Она очень доступна. Находится этот вариант в бумажном, он немного ограничен, но, вернее, их всего 5000 экземпляров выпущено. Но данная книга, эта азбука, размещена на информационных ресурсах, на многих Да. значит, Что сайтах можно узнать Мин из этой ЖКХ, книги вообще? значит, управляющих компаний, которые стремятся, значит, облегчить оплату коммунальных услуг для населения. Сегодняшняя встреча, она прошла на таком как бы очень большим объемом информации, и отведенное время, я считаю, что его недостаточно. Конечно. Была бы просьба, значит, продолжить такие дискуссии, используя площадку НВК. Значит, вопросов от населения поступает очень Ну вот много. у нас как бы на этой такой вот ноте продолжим дискуссию как-нибудь, постараемся на площадке НВК. А время наше подошло к концу. Большое спасибо, уважаемые гости. Всего вам доброго, уважаемые телезрители. Смотрите нас в любое удобное для вас время на портале НВК онлайн. До свидания.